Так, слово для выступления предоставляется представителю Генеральной прокуратуры Асакееву Эрнесту Эркинбековичу. Уважаемые судьи, в своем ходатайстве адвокат Шарапов утверждает, что статья 95 Уголовного кодекса Кыргызской Республики в редакции 2021 года не содержит норму снятия судимости до истечения срока его погашения за безупречное поведение, тогда как данная норма предусматривалась частью 5 статьи 76 утратившего силу Уголовным кодексом Кыргызской Республики в редакции 1997 года. Тем самым Джорку Кенешем Кыргызской Республики были приняты законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека. Также в своем ходатайстве Мацакова, Рамазанова, Баишева выражает свою позицию о неконституционности пункта 2 часть статьи 5 Закона Кыргызской Республики о введении в действие Уголовного кодекса Кыргызской Республики и Уголовного процессуального кодекса, Кодекса о правонарушениях и внесении в них изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики от 28 октября 2021 года за номером 126, то есть фактически статью 95 Уголовного кодекса Кыргызской Республики и противоречащим части 2 статьи 56 Конституции Кыргызской Республики. Тогда как в соответствии с частью 2 статьи 23 Конституции Кыргызской Республики права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и законами в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и других лиц. Так, факт осуждения и назначения лицу по приговору суда наказания за совершенное преступление, а также наличие у данного лица непогашенной судимости порождает на основе уголовного правового регулирования его публичные правовые отношения с государством, которые при совершении новых преступлений служат основанием для оценки его личности. Кроме того, согласно части 2 статьи 24 Конституции Кыргызской Республики, в Кыргызской Республике все равны перед законом и судом, что в свою очередь определяет равноправие между осужденными, отбывших и исполнивших назначенное судом наказание. Таким образом, оспариваемая норма снятия судимости до истечения срока его погашения за безупречное поведение нарушит конституционные нормы равноправия сторон, которые не связывает погашение судимости с конкретным видом наказания. Также в соответствии со статьей 4 Уголовного кодекса Кыргызской Республики лица, совершившие деяния, предусмотренные настоящим кодексом, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических и иных убеждений, образования, происхождения, имущественного, должностного или иного положения, а также других обстоятельств, которые могут быть основанием для дискриминации. Вместе с тем, снятие судимости до истечения срока его погашения за безупречное поведение предполагает обращение осужденного в суд по отбытию или исполнению назначенного ему наказания. Однако понятие «безупречное поведение», срок по истечении которого, возможно, будет подано ходатайство о снятии судимости, в суд обобщено и не уточнено, что противоречит части 2 статьи 3 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, согласно которой уголовный закон должен четко и ясно определять наказуемое деяние, действие или бездействие не подлежит расширительному толкованию. Вместе с этим снятие судимости до истечения срока его погашения приведет к коррупционным рискам. Более того, согласно части 4 статьи 95 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, лицо, совершившее преступление, считается не имеющим судимость, а судимость погашена, если после отбытия или исполнения им наказания прошло 3 года в случае осуждения за менее тяжкое преступление, 7 лет в случае осуждения за тяжкое преступление, 10 лет в случае осуждения за особо тяжкое преступление. Таким образом, погашение судимости предусматривает автоматическое прекращение ее действия по истечению установленного уголовным законом срока, то есть без принятия особого решения суда по этому вопросу. То есть ограничивается соприкосновение осужденного лица с судом после вынесения обвинительного приговора. На основании вышеизложенного Генеральная прокуратура Кыргызской Республики выражает свою позицию о необоснованности ходатайства адвоката Шарапова и ходатайства адвоката Мацакова, Рамазанова, Баишева о признании неконституционными указанных статей и противоречащим статье 56 Конституции Кыргызской Республики.
Относительно ходатайства Мацакова, где он утверждает, что в соответствии с требованием части 5 статьи 80 Уголовного кодекса Кыргызской Республики в редакции от 2021 года срок содержания под стражей до вступления приговора в законную силу засчитывается из расчета 1 день под стражей за 1 день лишения свободы. Однако, согласно пункта 3 части 2 статьи 66, утратившего силу Уголовного кодекса Кыргызской Республики в редакции от 1997 года, предварительное заключение засчитывало судом срок наказания. При этом 1 день предварительного заключения соответствовал 2 дням содержания в колонии общего, усиленного и строгого режима. Тем самым Джоурку Кенешем Кыргызской Республики в противоречии статьи 2, части 2 статьи 56 Кыргызской Республики были приняты законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека, как указано в ходатайстве Мацакова. Тогда как в соответствии с частью 2 статьи 23 Конституции Кыргызской Республики права и свободы человека гражданина могут быть ограничены Конституцией и законами в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. По смыслу указанной нормы Конституции, принадлежащей каждому от рождения права на свободу и личную неприкосновенность, относящиеся к числу основных прав человека, воплощает наиболее значимые социальные блага, которые создают условия как для демократического устройства общества, так и для всестороннего развития человека. Именно поэтому Конституция допускает возможность ограничения прав и свобод человека и гражданина, в том числе посредством лишения свободы, предварительного заключения под стражу лишь в той мере, в какой это нужно в определенных ей целях, в установленном законом порядке с соблюдением общеправовых принципов и на основе конституционных критериев необходимости, разумности и соразмерности. Кроме того, до принятия Уголовного кодекса Кыргызской Республики в редакции от 2017 года многие подсудимые лично либо через своих адвокатов специально затягивали судебные процессы многочисленными ходатайствами, чтобы срок отбытия лишения свободы существенно уменьшился путем сложения 1 дня предварительного заключения 2 дням по тяжким и особо тяжким преступлениям, либо 3 дням по менее тяжким преступлениям в соответствии с пунктом 2 и 3 части 2 статьи 61 утратившего силу Уголовного кодекса Кыргызской Республики в редакции 1997 года. Далее, затягивание судебных процессов увеличило количество нерассмотренных дел, а это в свою очередь увеличивало длительность срока отложения, то есть следующего судебного разбирательства. Более того, согласно части 3 и 4 статьи 303 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, а в редакции 2021 года, в случае невозможности закончить судебное разбирательство в срок и при отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения, срок применения меры пресечения в виде домашнего ареста и заключения под стражу может быть продлен каждый раз до 2 месяцев, но не более 1 года. Продление срока применения меры пресечения в виде содержания под стражей свыше 1 года не допускается. Таким образом, нормы зачета предварительного заключения согласно статьи 61 Уголовного кодекса Кыргызской Республики в редакции от 1997 года не будут соответствовать частям 3 и 4 статьи 1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, согласно которым целями кодекса является охрана прав и свобод личности, собственности, общественного порядка, общественного общества, государства, окружающей среды, конституционного строя Кыргызской Республики от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, предупреждение преступлений и восстановление справедливости нарушенных преступлениями. Задачами кодекса является определение принципов уголовной ответственности, оснований уголовной ответственности, признаков общего понятия преступления, круга общественно опасных деяний, признаваемых преступлениями, видов наказаний и иных мер уголовно-правового характера, применяемых к лицам, совершившим преступление. Вместе с тем, согласно статье 10 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, лицо, совершившее деяние, предусмотренное настоящим кодексом, подлежит наказанию и другим мерам уголовного правового воздействия. На основании вышеизложенного выражаем свою позицию о необоснованности ходатайства Мацакова о признании части 5 статьи 80 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, противоречащей статье 55, части 2 и 4 статьи 56, части 1 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики. Спасибо.